Имя Мущни-Хвардские в Абхазии, наверное, известно каждому. Даже те, кто ни разу в жизни не встречался с Мущни-Хвардские, знают историю этого человека. В день рождения легендарного воина, героя Абхазии, по всей республике прошли памятные мероприятия. В церемонии возложения цветов приняли участие исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, избранный вице-президент Беслан Бегвава, члены правительства, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность, все те, кому дорога память о светлом человеке и сложившем свою голову на алтарь свободы Апсны. Одни стремятся быть лидерами, а другие ими становятся. Мущни-Хвардские же стал лидером без всяких натуг. Он жил не тщеславием и завистью, а движимый любовью к своей родине. Ученый-археолог, увлеченный тайнами прошлого, он мог бы написать множество трудов и сделать невероятные открытия. Но так сложилось, что тяжелые испытания, выпавшие на долю его народа, перевернули его жизнь. Оставив археологические раскопки, Мущни-Хвардские встал на защиту Родины. За 4 месяца участия в Отечественной войне народа Абхазии он успел стать легендарным воином и героем. Мущни Хумсаевич был харизматичным человеком. Он как магнит притягивал внимание других людей. И неважно, кем они были, к нему все тянулись одинаково, как дети в детском саду тянутся к воспитателям. Такой был магнетизм, такое обаяние. Сестра Мущни-Хвардские Эмма с трепетом поделилась воспоминаниями о младшем брате. Нас было 4, он самый младший был. Мы его по-другому называли, просто сегодня он уже настолько старше нас и выше, что уже муж не говорим официально. Очень был в семье тоже тактичный, с нами со всеми. Я вообще не помню, чтобы он не то слово. Вот как сегодня молодежь выражается, вообще такое слово от братьев никогда мы не слышали. Очень уважительный был. При Зурике даже он, при старшем брате, не курил. Я уже не говорю про отца. Друзья придут, с отцом рядом не садился. Ну, вот какой-то вот у него было вот абхазское такое в нем очень сидело. Имя Мущни-Хвардские стало символом мужества и самоотверженности, доблести и чести, преданности и беззаветной любви к Апсны. Историк и археолог, он занимался исследованием эпохи каменного века, работал в Ленинградском отделении Института археологии и учился в аспирантуре. После публикации результатов проведенных им исследований Мущни-Хвардские обратил на себя внимание археологов Абхазии, России и всего Кавказа. Мущни входил в число руководителей национально-освободительного движения. По своей природной интуиции и учитывая сложившуюся ситуацию в Абхазии, предсказывал неизбежность грузинской агрессии и был морально готов к ней. Его родные ни на секунду не сомневались, что Мущни-Хвардские одним из первых встанет на защиту родной земли. Так и случилось. Леша тгана айбишраган хала бас Леша тгераган ихараган и врезен зги дергобхон дахгобхон я зги чканын иншаллах алон балышкендар хөтөп бра ачкон шахат кохим кутоз акрт конен ирши нас дырситит мощни узаевому группу уманихен Скорпион, нас группа схагла смен снит сенни. Уред глан, бас слухочек глан, Аллаха глан, даца глан. Атабеж дачун рах амухка, ахка ван амухка, хатшани капсон агигзам здихяк шерц. Мушни якуту забыриу ахва года кагигзам харгнас ргис пхашина сид глоба. Асхозар шаму арелс кавет ахайра. Убряра, жамш, а то есть смчешти это, аурс хачи чувство страха потерял.
بسيتشرو وندقل الناس يكش مكشي أزاج كون شوية ترفشقس يديربون نسافر شاتا خمس. Гарик Айба был главой, он вот так мне говорит: Эмма, видишь мою седину, это из-за мушни, говорит. Я говорю: почему? Потому что, говорит, стреляют, говорит, а он идет, говорит, даже не нагибается. А мы хотим, говорит, броситься на землю. А он, говорит, сказал: наша пуля свистеть не будет, говорит, так что не бойтесь. Я, говорит, посидел, говорит, из-за него. Ну, такой он был. В октябре 1992 года Мушни Хварцкия направляют в Восточную Абхазию. Он сформировал боевой отряд и стал организовывать вылазки на вражеские позиции. В конце ноября 1992 года на Восточном фронте сложилась непростая ситуация. В районе населенного пункта Кетеван, села Кочера, сванские боевики перекрыли дорогу жизни из села Чгярда в Тхуарчал. Необходимо было немедленно освободить дорогу, имевшую стратегическое значение. Операция была успешно реализована, но на этом враг не остановился. Грузинские войска систематически нападали на село Лашкиндар. 6 декабря 1992 года противник предпринял крупномасштабное наступление. В этот день в бою по освобождению Сопки погиб Мушни Хварцкия. Эти позиции, которые вот буквально метров 20 от нас слева, были наши. Враг захватил. Мы закрепились вот неподалеку отсюда, где могилки. Муж не понимал, если нам не выбить врага до утра, нижние позиции просто придется оставить. Целое село, которое мы захватили, Кочару, пришлось бы оставить и Скинскар оставить. И понимая это, нам приехал группа «Скорпион» на помощь во главе Надара Кокубава. Мы должны были взять в лоб это, как говорится, пройти метров 100 и захватить эти позиции, которые враг у нас отбил. Гибель Хварцкия надолго выбила из колеи тех, кто его знал, кто видел в нем символ победы и свободы. Но, конечно, никто не собирался отступать. Более того, все считали своей обязанностью сделать так, чтобы мечты Мушни Хварцкия о победе, мире, справедливости, свободе стали реальностью. Я подполз к нему, он уже лежал с открытыми глазами, но Дейкусский, одним словом, он был уже мертвый. За это обидно то, что враг притаился. Мы не поняли сразу, что он притаился. Думали, взяли Сопку. Это всех наше упущение было. Мы отомстили за него. Этот враг, который кинул гранату, никуда не ушел. Он остался там лежать навечно. Уверенность Мушни Хварцкия в победе над агрессором, проявленная с первых дней войны, вселяла надежду в бойцов и командиров абхазской армии, целиком и полностью доверявших ему. Здесь, в селе Лашкиндар, на мемориальной доске и выгравировано его знаменитое изречение: «Я верю в свой народ и в то, что мы победим, что через эту победу и страдания мы возродимся другими, на качественно новом уровне». Эти слова стали девизом для всех защитников Абхазии. В Музее боевой славы был организован памятный вечер. Гибель воина – утрата не только для его родных и близких, но и для всего абхазского народа, отмечали участники встречи. Здесь также был показан фильм. Трудно говорить о Мушни Хумсаевиче без увязки со временем, который из молодого ученого, отдающего свои силы науке, сделала воина. Еще задолго до войны, осознавая ее неминуемость, Мушни принимал активное участие в патриотических акциях, в национально-освободительной борьбе нашего народа. Человек огромного интеллектуального потенциала, абсолютно убежденный в формировании отрядов самообороны с перерастанием их в вооруженные силы, он делал все, чтобы они состоялись. У нас нет альтернативы, ведь завтра будет война. Часто говорил он: нам надо не просто выжить, надо построить государство. С 1991 года Мушни занимался вопросами обеспечения оружия. С момента формирования гвардии стал одним из ее руководителей. Время показало, что о чем он говорил и что делал, было крайне необходимо. Отряды самообороны впоследствии стали Абхазской гвардией. Во время уже нашей вот такой политической борьбы
уже стало ясно, что мы можем не избежать агрессии. И стали уже думать о том, как к ней готовиться. И тогда решение было политсовета нашей организации Айтглара, не было поручено заниматься подготовкой к возможной агрессии. И были разные направления. Вот. Одни люди занимались, но это все было законспирировано очень, конечно. У нас от каждого района было по одному человеку представлено, которые, и мы собирались где-то в лесу. И были люди, которые занимались закупкой оружия и доставкой в Абхазию. Мушни вот в эту группу не входил, хотя мы с ним обсуждали очень часто разные варианты, как может развиваться ситуация, как быть. Но он сам вызвался, сказал, что у него есть концы какие-то в Питере. Он, как уже было здесь сказано, он учился в Питере в аспирантуре, и там, видимо, каких-то людей узнал, которые занимаются раскопками периода Великой Отечественной войны, находят оружие, чистят его и продают. И вот оттуда он был направлен, и они занимались как раз поставками стрелкового вооружения. На месте, где Мушни Хумсаевич принял последний бой, сегодня установлен памятник. Верховный главнокомандующий фронтом Владислав Арзенба сам предложил похоронить его не где-либо, а на исторической поляне Лхнашта. В 1993 году Мушни Хварцке посмертно присвоено звание Героя Абхазии. После победы звезда Героя была вручена отцу и 10-летнему сыну Мушни лично президентом Абхазии Владиславом Арзенба. Имя деда с гордостью носит внук Мушни Хварцке, тоже Мушни. Бывший или настоящий археолог. Меня зовут Мушни Хварцке, фамилия моя. Шезина Ханагуа, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.